Ну, нормально. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Сегодня у нас такой интересный вебинар. Вебинар, который называется у нас «Консультативный час». Данный консультативный час посвящен у нас ответам на часто встречающиеся вопросы, которые поступают к нам от родителей, от родительской общественности. Если у вас в течение вебинара тоже будут возникать какие-то вопросы, вы обязательно пишите. Лена Васильевна, наш консультант, постарается ответить на ваши вопросы. Ну а сейчас я хочу предоставить слово Елене Васильевне. Лена Васильевна ответит на вопросы, которые поступали к нам в течение определенного периода к данному консультационному часу. И сейчас Елена Васильевна будет их озвучивать. Да? Елена Васильевна, вот еще вопрос. Да? К вам много вопросов вообще поступает вот по детским страхам? Ну, это триада, скажем так, обращений от родителей. Детская агрессия, трудное поведение и детские страхи. То есть это наиболее популярная и частая причина. Да? Еще вопрос такой, ну, как бы от меня, да, небольшой. Скажите, пожалуйста, вот при подготовке к данному консультационному часу много ли вопросов именно по конкретной тематике возникало у родителей? Вот, ну? Возникает всегда много вопросов, потому что сейчас достаточно большой информационный поток по всем темам, и родитель не всегда может отследить все-таки профессионально эта информация, или это какая-то бытовая психология, которую не всегда можно применить в отношении своего ребенка. Поэтому нужен, конечно же, профессиональный взгляд на те эмоции, которые переживает ваш ребенок. Поэтому обращений достаточно. Достаточно много, да? Ну, хорошо, Лена Васильевна, тогда я предоставляю вам слово. Да? Мы постараемся, конечно, сегодня ответить в большей степени, да, охватить большую часть вопросов, поступивших к нам. Ну, все, пожалуйста, начинайте. Ну, представлюсь, меня зовут Коваленко Елена Васильевна, я педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий города Сыктывкара. Имею опыт работы 10-летний в центре, психотерапевтическом центре психического здоровья и опыт работы как со взрослыми, так и с детьми. Прежде чем начать отвечать на вопросы родителей, я хочу обозначить некоторые основные моменты, которые важно знать в принципе всем родителям, и тех детей, у которых уже есть страхи, и те родители, которые только планируют выполнять родительскую функцию. Поэтому вот некоторые такие моменты скажу принципиальные. Значит, во-первых, сам по себе испуг не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья ребенка. Нет ничего страшного в том, что ребенок вздрогнул или даже заплакал, испугавшись какого-то неожиданного шума. Нужно понимать, что испуг, страх – это естественная защитная реакция организма ребенка на внезапную угрозу его биологическому или социальному существованию. Биологическое, понятно, это страх боли, смерти там и так далее. И социальное существование – это страх быть отверженным, например, быть непринятым, непонятым, быть вне такого чувства, как любовь. Вот в том случае, если испуг и вот такие негативные впечатления не подкрепляются какими-то другими негативными нюансами, как то, например, не очень адекватная реакция родителя на испуг ребенка, которая вызвана своими какими-то внутренними моментами родителя, да, повышенной тревожностью, своим каким-то непережитым опытом. Если не подкрепляется, например, негативной атмосферой в доме, если нет какой-то неврологической подоплеки в физиологическом здоровье ребенка, тогда испуг и страх становятся просто кратковременной и, важно, обратимой нормативной реакцией, которая в рамках возрастных нормативов проходит, завершается и не затрагивает характер ребенка, не влияет на его отношение к самому себе и к окружающему
окружающему миру. То есть окружающий мир не становится для ребенка каким-то чуждым, опасным и неуправляемым с его стороны. Второй момент. Необходимо сказать о том, что есть нормативные страхи, возрастные, скажем так, страхи, которые должны возникать в тот или иной возрастной период ребенка. Я их все перечислять не буду, вы наверняка их все знаете. То есть до года это такие нормативные страхи, как страх чужого человека, страх резкого шума, резкого хлопка, страх остаться без мамы. После года до 3 появляются уже такие страхи, как страх темноты, одиночества, страх засыпания. С 7-летнего возраста нормативные страхи – это уже социальные страхи, страх оценки, страх быть не тем, кем ожидают, чтобы я был значимый для меня окружающие, либо сверстники, либо родители. И подростковый возраст – это нормативные страхи не быть тем, кем я хочу быть, не стать тем, кем я хотел бы, да, то есть такие страхи не реализоваться в своей жизни. Так вот, психологи выделяют около 29 нормативных страхов ребенка. Это и страх одиночества, и страх смерти за себя и за родителей, страх войны, страх темноты, страх болезней, микробов, насекомых, высоты и так далее. Важно родителю, как понять, ребенок сейчас находится все-таки в нормативном страхе или это уже патологическое какое-то состояние. Исследователи говорят о том, что ребенок в возрасте от 3 до 11 лет в среднем может испытывать около 8-9 страхов одномоментно. Они могут существовать в сознании ребенка. В том случае, если количество этих страхов превышает, условный, конечно же, норматив, где-то разница цифра до 11, 12, это вот касательно девочек, да, разница все-таки в эмоциональной сфере у мальчиков, девочек есть, но в том случае, если вот такая нормативная граница, количество страхов пересекается у ребенка, да, тогда родителю необходимо задуматься, что многовато страхов для одного малыша, да, нужно подключать специалиста для решения этого вопроса. Далее, если у ребенка страхи сопровождаются выраженными какими-то физиологическими изменениями. То есть это нарушение сна, аппетита, это частые вскрикивания по ночам, это изменение температуры, может появиться субфибрильная, не сбивающаяся температура, там, допустим, 37,0, 37,1, да, и родители иногда не знают, в чем причина такой температуры. И это, конечно же, резкое изменение типа поведения ребенка, то есть длительный период, там, с рождения ребенку был свойственен один тип поведения, и вдруг он резко поменялся, то есть ребенок стал возбудимый, агрессивный, импульсивный, либо слезливый, плаксивый, замыкается, и это длится длительное время, тогда тоже это повод для того, чтобы насторожиться. Итак, что важно знать родителю, что даже ребенок с крепкой психикой, да, со стабильной нервной системой, с сильным типом нервной деятельности, при наличии определенных условий, домашних именно условий, может в дальнейшем получить целую охапку страхов. И совершенно какой-то, можно сказать, ребенок со слабым типом нервной деятельности, да, где-то в какой-то степени может быть нерешительный, более чувствительный, но при наличии крепкой привязанности родителей и такого мудрого взаимодействия с ребенком, в принципе, вырастает достаточно способным преодолевать сложности жизни и окружающего мира. Это вот такие вот нюансы, да. И теперь буду отвечать на те вопросы, которые поступили от родителя. Один из вопросов такой, он встречается довольно часто. Родитель задает вопрос, вот ребенок 5 лет боится ходить в туалет именно по-большому, терпит до последнего и, получается, испытывает трудности с этим моментом. Значит, нужно сказать, что если причины страха связаны с какими-то нюансами телесности, то в таком ракурсе первоначально всегда рекомендуем обратиться, естественно, к педиатру, к врачу.
Да? То есть страх именно вот дефекации, страх сходить в туалет может возникнуть в том случае, если был какой-то болевой эффект. Да? Может быть, это было однократно, а может быть, ребенок и до сих пор испытывает некие трудности. Поэтому вначале нужно, конечно же, с педиатром решить нюанс особенностей питания, и нужно исключить все факторы, которые могут вызывать боль. Да? То есть только в том случае, когда мы выясняем, что в данном случае нет физиологической подоплеки у этого страха, только тогда мы приступаем к психологическим нюансам. И в данном случае я бы родителям порекомендовала задать себе вот какие вопросы. Первое. Нет ли сейчас такого человека, по которому ребенок скучает? Да, как бы это ни казалось странным, но тема вот туалета очень связана с эмоциональностью ребенка, со способностью испытывать эмоции к определенному человеку или даже к животному. То есть как еда является для нас питательной средой, так и значимые взрослые также являются для нас определенным эмоциональным питанием, которое мы употребляем внутрь и потом принимаем решение расстаться или удерживать это в себе, так же, как, в общем-то, и в случае с актом дефекации. Так вот, если у ребенка есть значимый близкий, с которым у него непостоянный контакт, непредсказуемый контакт, ребенок знает, что он в какой-то степени может потерять этот контакт, значит, у него появляется такой механизм, как удержание. А эмоции и телесность очень в ребенке взаимосвязаны, и, соответственно, этот механизм переносится и на внутренние биологические механизмы. Поэтому, если такой ребенок или, например, такое животное, дети очень привязываются, в том числе к животным, есть, значит, родителю нужно обеспечить все-таки постоянство контакта с этим человеком. Если он удален, можно использовать какие-то письма, передачи посылочек. Тем не менее, чтобы ребенок понимал, что ему ничего не нужно в себе удерживать, этот контакт снова возобновится. Дальше можно задать себе вопрос, часто ли я говорю ребенку: контролируй это, контролируй себя, да, контролируй свое поведение, эмоции, поступки. Вот в том случае, если это требование чрезмерно по отношению к моему ребенку, тогда она также может перейти на телесный уровень. То есть в данном случае родителю рекомендуем все-таки пересмотреть свои требования к контролю ребенка над собой и больше давать возможности в спонтанном проявлении себя. Проблема с запорами тоже в таком случае уходит. Далее можно задать себе вопрос, насколько я брезглив в этом отношении сам. Все, что ребенок выделяет, это часть ребенка. Это часть его «я». И если мама, например, излишне брезгливо относится к тому, что происходит с ребенком в туалетной комнате, ребенок воспринимает это на себя целиком. То есть я тоже вот это фи, которое мама не очень любит и не так воспринимает. Да? То есть желательно все, что касается естественных нюансов телесности ребенка, как то сексуальность ребенка, в том числе его такты мочеиспускания, дефекации, необходимо говорить ребенку, что это нормально. Принцессы тоже какают. Да? Далее необходимо задать себе вопрос о том, есть ли у ребенка возможность проявлять свою контроль и власть, потому что все-таки вот тема горшка, да, управление мочевым пузырем, управление актом дефекации – это тема управления. И если у ребенка нет ситуации, где он чувствует себя хозяином положения, значит, он начинает управлять своими внутренними процессами. Что в качестве рекомендаций к родителю? Нужно, чтобы дома были дни самоуправления или хотя бы ситуации, да, когда ребенок управляет родителями. Это не должно быть постоянно, то есть мы не нарушаем иерархию, но тем не менее такие моменты должны быть хотя бы, например, в играх, когда вы играете по созданным правилам ребенка. Угу. Далее можно еще задать себе такой момент, позволяем ли
мы ребенку рисовать, лепить, активно двигаться, то есть спонтанно самовыражаться. И в том числе, как это неприятно слышать, мамам копаться в грязи. Да, то есть вообще грязь – это такой способ у ребенка избавляться от негативных эмоций, хождения по лужам, вливание воды в песок. И чем грязнее это будет, тем больше от больших негативных эмоций ребенок избавится. Ну и важно сказать, здесь просто не учли тот момент в вопросе, ребенок все-таки боится постоянно, да, ходить в туалет или где-то в социальном учреждении. Нужно сказать, что вот страх ходить в туалет в образовательном или социальном учреждении, он может проявляться даже у тех детей, которые, в принципе, не испытывают этих сложностей дома. И у мальчиков это проявляется чаще, чем у девочек. И здесь важно понимать, что дети боятся таких нюансов. Например, не зайдет ли кто-то в туалет, будет ли там туалетная бумага, будет ли возможность помыть руки, не услышит ли кто-то звуки, да, которые мы издаем в туалетных комнатах. Поэтому если вы видите, что ребенку этот нюанс сложен, поэтому с ним нужно буквально познакомиться с туалетом, положить ему там запасную туалетную бумагу и так далее, и так далее. Да? То есть учесть по максимуму все нюансы, особенно с мальчишками. Вот. А среди подростков вообще бытует такая штука, что уважающий себя парень не будет ходить в школьный туалет, он дотерпит до дома, потому что, к сожалению, наши туалеты оставляют желать лучшего. В данном случае ребенка нужно понимать, да, и помогать ему в каких-то нюансах. Вот так, я надеюсь, я на этот вопрос родителя ответила. В любом случае мы помним, что мы всегда должны изучать особенности семьи, ребенка, историю возникновения страха. Но в рамках данного вебинара это не очень возможно сделать. Поэтому я обсуждаю все возможные нюансы, которые могут возникнуть у ребенка. Следующий вопрос. Ребенок 5 лет, боится быть один, когда идет спать. Нужно взять с собой или кота, или включить свет, или маму и папу. Итак, в самом начале вебинара я сказала о том, что у 5-летних детей вот эта вот триада страха одиночества, страха темноты и страха замкнутого пространства является нормативным состоянием, нормативным страхом. Только в том случае, если это длительно сохраняется и сопровождается выраженными изменениями вот для ребенка, физиологически он там потеет перед сном, да, у него начинают дрожать руки, у него начинается истерика, то есть выраженные такие проявления страха, тогда действительно работаем с психологом. В целом родителю важно понимать, что, во-первых, это возраст сепарации от мамы. И вы, может быть, помните, что переходя с одного этапа развития на другой этап развития, даже вот вспомните своих грудничков, то есть перед тем, как ребенок научится ползать, у него начинается такой период очень выраженной нервозности, постоянно хнычет, плачет, спит очень сложно. Тебе кажется, что ребенок заболевает, хоп, он на следующий день пополз. Да? Снова вроде бы спокойный период, опять начинается что-то, сбивается режим сна, происходят какие-то непонятные вещи, ребенок перестает похожим на себя. На следующий день он пошел. Да, то есть, во-первых, любой этап развития, а в данном случае мы говорим об этапе взросления и о сепарации с мамой, он происходит достаточно сложно для ребенка и на психологическом, и на физиологическом уровне. Дальше ребенок понимает, что внутренне, да, то есть природа закладывает в детей все вот эти вот этапы взросления. Он понимает, что ему нужно отделиться от мамы. И, конечно же, это переход на новый этап, когда я остаюсь в какой-то степени один. Да? Одиночество – это что? Я один на один. Да, с чем-то, с кем-то, с миром, с бытием. И, конечно же, для него это сложный момент. Поэтому в этот момент мама должна быть рядом. Более того, вот эти вот этапы, они сопровождаются откатами в развитиях. 1 шаг вперед, 2 шага назад. То есть ребенок, который научился ходить, вдруг залезает к маме на руки и хочет, чтобы она его носила. Значит, носим. То есть, вот так вот проживается ребенком этап взросления.
да, вот такой нюанс. Дальше, если все-таки ребенок боится темноты, понятно, что мы никогда не настаиваем: спишь один, спишь без света, никого с собой не берешь. Мы обеспечиваем ребенку максимально комфортные все-таки условия, да, какой-то там ночник и так далее. Но более того, мы помним, что страх живет, территория вообще страха – это правое полушарие, и это полушарие, которое отвечает за творчество, за игры. Поэтому мы играем с ребенком. И есть замечательные игры для возраста вот таких вот детей. Во-первых, это теневой театр, теневые сказки. Во-вторых, это поиски секретиков в темной комнате с помощью фонарика. Это свет фонариком через друшлаг, это звездное небо. То, что создаем мы сами. То есть ребенком темнота для ребенка темнота становится неким управляемым моментом. Я сам зарождаю в ней свет. Дальше это одновременно и решение страха одиночества, и замкнутого пространства и темноты – это игра прятки. К сожалению, наши дети очень мало играют, а именно вот такие вот игры, которые веками существовали в детской субкультуре, они направлены на то, чтобы дети самоизлечивались от страхов. Да, прятки – это умение находиться сам с собой в замкнутом пространстве, в одиночестве, иногда и в некоторой степени в темноте. Кстати, отмечают, что городские дети страдают больше страхами, нежели сельские дети, потому что там чаще детей отпускают играть со сверстниками, и там, в принципе, сохранно большее количество вот таких вот игр, да, терапевтических игр. Что еще можно? Рисовать на черной бумаге, неважно, белым карандашом, то есть это опять же изменение темного пространства. Можно создать ангела-хранителя день-ночь, потому что в 5-летнем возрасте родители перестают быть для детей волшебниками, могущественными людьми, и дети нуждаются в неких супергероях. Да, можно этим же мелком нарисовать на черной бумаге какого-то супергероя, например. Ну и что еще можно? Если это ребенок с рациональным типом мышления, можно с помощью Лего создать какую-то игрушку, издающую сигналы в случае появления страшилок. Но так как игрушка никогда не издаст сигнал, соответственно, и страшилок нет. И что еще важно помнить, так как в данном случае это 5-летний мальчик, мальчики больше всего подвержены именно страху кошмаров. И в данном случае дети не всегда могут сказать, они не всегда помнят, да, тем более мы мальчиков воспитываем по типу рыцаря без страха, да, они всегда признаются, что что-то им снится, но можно все-таки с ребенком поговорить об этом, и важно вести дневник ночных страхов. С какой целью? Чтобы понимать, в какой момент они возникают ночного сна. Чаще всего они возникают в одно и то же время. И важно будить ребенка за 10 минут до этого времени, сходить с ним в туалет, попить. Все равно эти дети еще просыпаются, и для мам однократный подъем за ночь – это, в принципе, такая привычная традиция. И после этого ребенок спит спокойно. И очень важно для таких детей исключить переутомление за 2-3 часа до сна и, конечно же, сонные традиции. Ну и последний нюанс, который я хочу сказать, что, конечно же, возраст 5-летний – это возраст любви. Да, и любви к кому? Конечно же, к маме. И поэтому вот присутствие мамы перед сном – это такой момент признания любви матери к своему ребенку, потому что в течение дня все равно возможности настолько близко быть с ребенком возможности нет. Кстати, кошмары ночные – это чаще всего трансформация каких-то дневных сложностей эмоциональных для ребенка в кошмары. Есть теория в том числе о том, что очень многие кошмары – это теневые стороны матери. То есть психика ребенка устроена таким образом, что он не может воспринимать маму вот целиком. То есть вот она хорошая, и вот она просто устала, и поэтому она на меня кричит. Нет, у детей в этом возрасте в сознании лежит достаточно четкая граница между добром и злом, и поэтому есть мама добрая,
а мама кричащая трансформируется вот во всякие разные ужастики. Поэтому я не в плане, чтобы нагружать маму чувством вины, там, совестью и так далее. Ни в коем случае. Я думаю, все испытывали так или иначе вот эту ситуацию крика на ребенка, да? Но тем не менее важно понимать, да, что лучший способ не накричать на ребенка – это либо пробежаться по лестнице до 21 этажа, вернуться обратно, и вам уже не захочет кричаться, либо отжаться, сколько вам сложно. После того, как отожметесь, кричать на ребенка уже не захочется. У вас просто не будет сил. Ну или какой вы используете обычно способ. Так, это такой нюанс. Кстати, по поводу всяких страшнёшек, да, их можно прорисовывать самостоятельно со своим ребенком. Ну, в частности, у меня 4,5-летняя дочка, мы прорисовываем с ней кошмарики, потому что мама тоже всяко разное бывает, ругается, да. И очень интересно наблюдать, как психика самоизлечивается у ребенка, да. То есть очень узнаваем образ кошмарика, да, что он делает, и совместно с ребенком просто трансформируем этот образ. Причем я в своей практике не навязываю свои какие-то трансформации, а интересно смотреть именно как ребенок там преображает зубы там, в конфетки ММДМсины, да, большое пузо, там, которое съела принцессу, но в какой-то прозрачный пакетик, в котором лежат леденцы и так далее. То есть, ну, уже на что способна фантазия ребенка. Так. Следующий вопрос. Ребенок 5 лет, боится высоты, спрыгнуть без поддержки, сидеть у папы на плечах и так далее. Тоже, опять же, такие. Страх высоты относится к нормативному биологическому страху, истоки у которого лежат в инстинкте самосохранения. Но здесь необходимо, опять же, всю предысторию я не знаю, поэтому говорю примерно то, что можно посмотреть у себя, да. Первый нюанс – это насколько вообще был свободен ребенок двигательно с раннего возраста, да. То есть если ребенок слышал какие-то фразы «осторожно», «не лезь туда», «высоко упадешь», «охающие бабушки», то, конечно же, у него мог сформироваться такой страх определенных опасностей. Это первый нюанс. Второй нюанс. Есть разные типы высшей нервной деятельности у детей. И сильный тип нервной деятельности, активные, везде лазящие, да, любопытные, такие едящие дети, да, то есть для которых важно чувство опасности как сторона любопытства, да, и исследования мира. И есть слабый тип нервной деятельности, это тревожно-мнительные дети, которые просчитывают степень опасности в каждой ситуации. И в том случае, вот если ваш ребенок относится ко второму типу высшей нервной деятельности, то, конечно же, он уже просчитал высоту папы, скорость падения, силу папы, да, прежний опыт, такие дети помнят все, да, и, конечно же, если его коэффициент опасности стал выше допустимого по его нормативам, он туда не полезет. То есть ребенка прежде всего нужно принимать, да, с его особенностями. Дальше, конечно же, это взаимоотношения в момент, вот когда ребенок прыгает и залезает на папу. То есть если он этого не хочет, но мы заставляем его делать, то помимо того, что страх фиксируется, у ребенка еще появляются вот такие опасения, что ну вот я не хороший для родителей, они хотят, чтобы я был смелым, а я не могу сейчас, я не хочу это делать, да, и более того, страх наказания, да, ну, наказание в виде непринятия, да, ну вот я не смелый, меня не любят. Да, вот такие нюансы. И третий момент. Если это все-таки акрофобия, да, то есть истинный страх высоты, а в таком случае он проявляется не только при сажании на плечи, прыжков с высоты, он проявляется вообще везде, да, то нужно понимать, что в такие моменты ребенок испытывает
настоящие неприятные физиологические чувства. Там потоотделение – это ладно, учащенное сердцебиение тоже ладно, но еще и головокружение. И то есть ребенку, в принципе, опасно в таком случае находиться на высоте, потому что и там, шаг будет неровный, да, неустойчивый, и руки будут, если он в этот момент куда-то залезает, цепляться. Да, то есть, в принципе, тогда и не рекомендуется заставлять вот детей залезать на высоту. Что можно делать? Опять же, понятно, что это работа со специалистом, да, но что может делать родители? Это развитие вестибулярного аппарата. То есть это все те игры, которые связаны с велосипедом, с роликами. Это может быть в какой-то степени прыжки на батутах, но на безопасных батутах, не там, где получают компрессионные переломы позвоночников, да, а все-таки, ну, такие вот домашние батуты. Это и, может быть, какие-то лазалки. А вообще те дети, которые занимаются в спортивных секциях, да, и, в принципе, там, где родители прививают вот эти вот двигательные моменты, есть такие комплексы, ранний старт, например, да, то есть там, в принципе, от 8 месяцев дети уже учатся в безопасной обстановке выполнять достаточно сложные акробатические элементы. То есть у таких детей страх высоты возникает реже. Да? Так. Угу. Следующий вопрос. Страх езды в лифте, особенно если он дребезжит. Ну, как мы уже с вами проговорили, да, это вот из той оперы про одиночество, замкнутое пространство, темнота, плюс еще обязательно узнаем у ребенка, не было ли какого-то травматического опыта, да, то есть, может быть, кто-то чужой зашел в лифт, может быть, соседские мальчишки, девчонки обидели в лифте, да, то есть страх может закрепиться на фоне какой-то неблагоприятной ситуации. В том же случае, если это вот не было никаких вот таких неприятных моментов, но можно рассказать ребенку сказку про, например, про лифт. Например, в одном доме жил лифт, который очень любил возить людей и получал удовольствие от этого. И была одна проблема. Лифт должен был беспрекословно выполнять те команды, которые задавал ему человек, который сел в лифт, даже в том случае, если они ошибаются. Когда люди ошибались, лифт очень волновался и переживал из-за этого. Ну и вот в случае, если это у вас девочка там, или мальчик, вы говорите, как-то раз вошла в лифт одна девочка, задумалась о своем, нажала не на ту кнопку, и лифт поехал не туда. Она очень переживала, лифт расстроился и решил с ней поговорить. И дальше лифт объясняет девочке, как он устроен, из чего он сделан, как что у него двигается, что в нем шумит, насколько он безопасен и так далее. То есть с ребенком можно и нарисовать лифт, и посмотреть, как он устроен, откуда идут все шумы, что делать в случае, если там произошла остановка, то есть сделать лифт максимально безопасным моментом, как в него заходить, как в него выходить, когда можно ездить одному, когда нельзя ездить одному. Ну и помним, да, что в принципе в случае, если это там, до 5 лет ребенок, он и не должен один ездить в лифте. После этого можно завершить сказку, там, что лифт подружился с девочкой и так далее. И что хорошего в этой истории, как раз тот момент, что это не лифт управляет ребенком, да, а ребенок, помним, что у детей символическое мышление, и они могут одушевлять предметы автоматически, да, сами того не желая, вроде бы осознанно понимаем, что лифт железный, да, но вот одушевить его, а что все-таки девочка управляет лифтом, да, ну и максимально проговорить все непонятные, неизвестные аспекты для ребенка, да. Угу. Так, следующий вопрос интересный. У ребенка 10 лет, паника, когда застревает в горловине водолазки, когда укрывают случайно даже одеялом, даже с головой. Угу. Здесь есть такой нюанс. Это вот вопрос, схожий с вопросом о
страхе дефекации. Да, то есть здесь вопрос связан все-таки с телесностью, и поэтому прежде всего мы исключаем физиологические какие-то особенности здоровья ребенка. Это может быть и ранняя травматизация, то есть родовая какая-то травма, да, но которая, тем не менее, сопровождается некоторыми нюансами для ребенка. Либо все-таки это какая-то недавняя травма, да, поэтому прежде всего мы решаем вначале вопрос все-таки с врачами. Все ли в порядке, да, с шейным отделом позвоночника. Кроме того, помним, что область шеи – это щитовидная железа, то есть, в принципе, можно проговорить этот нюанс с эндокринологом. И что касается психологического уже момента, да, любая травма нарушает целостность восприятия ребенком своего тела. Ребенок может, в принципе, либо перестать вообще признавать, что у него, например, есть шея, да, либо испытывать к ней определенные негативные чувства, испытывать вот определенные иногда фантомные физические ощущения. То есть в любом случае с этой частью тела он не дружит. Да, и какие рекомендации? Ну, в данном случае это однозначно, конечно же, обращение к специалистам и психологам, и все-таки лечебного профиля, да. Но такие общие рекомендации для родителя. То есть насильно заставлять, естественно, носить водолазку, сдавливающие какие-то нюансы не нужно. То есть пусть ребенок носит то, что ему комфортно. Укрываться одеялом тоже, конечно же, не надо заставлять. То есть обеспечить свободную, комфортную одежду и проветриваемость помещения. То есть, ну, это вот страх асфиксии, да, страх удушения. Далее, везде, где есть опыт прикосновения к телу, вот негативный, значит, здесь осторожно работаем, то есть насильно мы не трогаем его шею, не говорим, ну вот посмотри, у тебя же с ней все в порядке, да, и у него страх еще сильнее загоняется от того, что вы не принимаете этот страх. Работаем очень осторожно. Можно в шутливой, ну, во-первых, это массаж у профессионала, да, то есть восстановление вообще ощущения, что у тебя есть шея, что, в принципе, до нее можно дотрагиваться. Дети вот в каком-то плане профессионалу, например, массажисту, довериться легче. Это игры с ребенком, может быть, вот такие, знаете, с щекотанием, да, то есть если у родителя с ребенком достаточно хороший физиологический контакт, да, то есть 10 лет это еще не тот, хотя сейчас раньше подростковый, конечно же, возраст, и если это мальчишка, то уже до него лишний раз не дотронешься, особенно если это мама, да. Но тем не менее, например, у отца сохраняются вот эти вот игры, там, помять друг друга, потискать и вот пощекотать ненароком шею, то есть вызывать некий положительный, все-таки менять отрицательный сигнал на положительный. Можно работать с подростком, это всячески прорисовывать тело. Вообще можно начинать рисовать с ладоней, скажем так, безопасная такая часть тела. И что такое ладошки? Ладошки для детей – это его целостность. Мы когда играем с детьми в первые игры, во-первых, у нас ладошка – это вся семья, мама, папа, я, бабушка, дедушка, да, то есть это весь я, да, там, то есть когда мы рисуем ладошку, мы восстанавливаем нарушенную целостность я у ребенка. И можно после ладоней рисовать мандалы, например, да, они также работают на восстановление целостности я ребенка. И в том числе можно прорисовывать все тело ребенка. То есть с маленькими детьми рисуют пряничных человечков, просят разукрасить там цветами определенной части тела, где грустит ребенок, где ему комфортно, где хорошо. Прорисовывая, проговаривая, ребенок уже избавляется от эмоциональной нагрузки, которую вот дает страх. А с подростками рисуют, прямо раскатываете большой лист ватмана, да, и рисуйте прямо тело человека, в том числе прорисовываете шею, смотрите, что там происходит, да.
Вот. Но вообще, конечно же, лучше это делать со специалистом, да, потому что, 10 лет все-таки такой возраст, когда ребенок уже многое не скажет родителю, желая его уберечь от чего-то, да. И еще один такой психологический нюанс. Шея у нас держит что? Она держит голову, да. И уже телесные терапевты, да, они говорят о том, что все-таки шея – это участок сверхответственности, гиперответственности, развитого чувства долга, такой принципиальности, пунктуальности. И то есть посмотреть вот этот момент нагрузки на ребенка, да, то есть может быть где-то сверх меры относится требовательно к себе, да, и к тем достижениям, например, в школе, которые он пытается достичь. И следующий нюанс. Считается, что шея – это связующее звено между интеллектом и эмоциями. Да? И в том случае, если есть какое-то напряжение в шее, то здесь, конечно же, вопросы принятия, любви, 10-летний возраст, здесь это еще по-прежнему значимы родители, да, то есть посмотреть, может быть, возникли какие-то напряженные отношения со значимым близким человеком. Угу. Так, следующий вопрос, очень интересный. Ребенок 5 и 10 лет, и тот, и другой боятся мух до паники в любое время суток, комаров в ночное время. Лена Васильевна, я еще как бы сразу предупредить сразу к этому вопросу. Был задан вопрос, ребенок боится пауков и жуков. То есть я так понимаю, что это в одну... Это, да, это все в одну кучу. Инсектофобия, то есть фобия насекомых. Тоже нормативный страх, ничего особенного, специфического. Там вот дальше будет более интересный страх, страх бабочек, да. Ну вот давайте их объединим. То есть, в принципе, это такой нормативный страх. Но, во-первых, главное оружие ребенка перед страхом – это знание объекта страха. Да? То есть в первую очередь необходимо познакомить с объектом страха. Не нужно, конечно же, брать малыша, ребенка за руку, сажать к нему туда паука, да, то есть таким образом мы только закрепим страх, а плюс еще покажем ребенку, что мы не можем справиться с его страхом, да, выдадим свою неадекватную реакцию, и это будет целый ком проблем. Поэтому сначала мы просто рассказываем ребенку, показываем, смотрим энциклопедии. На это нужно выделить время. Ребенок очень долго может продолжать сопротивляться принятию такого явления, как насекомые. Да? Был такой клиент, у меня маленький ребенок, 4,5 года, он очень боялся мух после просмотра мультика. Может быть, помните, там зайчиха кормила ребенка, ребенок не хотел есть, скидывал еду за окно, и там росла гигантская муха, которая в итоге украла ребенка, унесла из дома. Да? То есть, если у ребенка есть какие-то намеки на страх, то мы, конечно же, исключаем такие мультики. Что мы смотрим? Мы смотрим всеми любимого Лунтика. То есть вообще мир насекомых добрейших, которые живут там трудолюбивой, приключенческой жизнью, минимум опасностей. То есть через вот этот вот хороший терапевтический мультик ребенок свыкается с существованием иных миров. То есть это, в принципе, еще познание ребенком того, что кроме мира человека есть иные миры. Да? Вот, то есть рассказываем, показываем, изучаем, обязательно рассказываем, что не опасные, особенно в нашей стране. У нас, слава богу, нет вот этих вот огромных пауков, которые могут нанести вред ребенку. Да, при ребенке не рассказываем про клещей, все это там, эмоционально, с картинками, да, как соседа укусили, да, у него энцефалит там, и так далее. Да, то есть не провоцируем формирование подобного страха. Дальше, опять же, насекомое, это вот некое из области брезгливости, да, вот эти вот прикосновения, да, неприятные. То есть замечаем вообще, как ребенок относится к прикосновениям, усиливаем вот его толерантность к прикосновениям.
да, через игры, трогаем его разными поверхностями, там, мохнатыми, теплыми, холодными тряпочками, то есть как можно больше позволяем ребенку познавать мир и мир прикосновений. Дальше, насекомое – это еще внезапный либо укус, либо ну, в общем, в любом случае, либо просто внезапное прикосновение, но это вопрос внезапности. Опять же, вспоминаем наши игры-пятнашки. Терапевтическая игра, которая практически уже ушла из обихода детей. Когда тебя догоняют и либо пластиковой бутылкой, либо еще чем-то пятнают. Да? То есть вот в таких играх прорабатывается именно страх внезапного какого-то там дотрагивания, да, то есть играем с такими детьми. Дальше где-то на природе обращаем внимание на то, как реагируют другие животные. Есть замечательный рассказ «Муха и человек», где муха пыталась выпросить у человека хвост, у нее ничего не получилось, в конце ее хвостом прихлопнула корова. Да? То есть, ну вот такие какие-то читаем рассказы, да, и, конечно же, усиливаем безопасность ребенка. Ну, если действительно муха неприятна, да, ну, то есть она неприятна, в принципе, здоровому, нормальному человеку, который ее не боится. Ее жужжание, навязчивость, бесконечная прилипчивость, они действительно неприятны. Поэтому ставим москитные сетки, да. Если помните, раньше, сейчас я не встречала такого, я выросла, родилась, выросла на Украине, и там были такие волшебные средства от мух, ляпалки. То есть такая классная деревяшка, к ней проволокой в форме лопатки прикрепляется резиновая такая шлепка. У нас была борьба за эту ляпалку, и мы обожали ею ляпать мух. Да? То есть, опять же, мы даем ребенку оружие. Не когда он просто подчиняется, да, внезапному нападению мухи, а у него есть способ вот отбиваться. Да? И более того, это весело, кроме всего прочего. Угу. Ну и, естественно, если у ребенка выраженный страх, мы его не оставляем наедине с мухой. Вот тут муха, давай борись с ней. Да? То есть, естественно, мы такого не делаем. Ну и, конечно же, с ребенком нужно все-таки поговорить, разобраться. Да? То есть мы сейчас с вами наговариваем вообще, в принципе, все возможные причины возникновения, да? А поговорив с ребенком, мы должны все-таки точно узнать. Ему не нравится звук, ему не нравится прикосновение, ему не нравится боль, ему не нравится вид. Да? То есть что конкретно? И уже вот с этим нюансом мы работаем. Угу. Так, ну и вот здесь вот о том, есть у взрослого человека сохранился детский страх бабочки. Но это не детский страх, да, это тоже страх насекомых. Конечно же, мы стараемся со взрослым вспомнить, когда появился этот страх, да. Чаще боятся, конечно же, ночных, не дневных бабочек, да, они мохнатые, любых, да, Наталья Александровна подсказывает. Но это вот вопрос, опять же, прикосновений, да, то есть посмотреть, насколько я свободен в прикосновениях, да, насколько вот я выражаю любовь прикосновениями. Но это, опять же, только одна из причин. То есть мы можем говорить в том числе и о травматичном опыте в прошлом, когда были, например, туалеты на улице, ты ночью пошел, да, и тебе в лицо ворох вот этих вот бабочек по лицу, и, допустим, это совпало с каким-то неприятным событием. То есть мы с таким взрослым все-таки вспоминаем вот этот вот нюанс. Ну и в страхе, вообще в таких специфических страхах есть такой нюанс немножечко, мы все-таки, есть такой экзистенциальный страх быть ничем, да, или быть исключительным. И вот иногда такие специфические страхи, специфические вообще проявления заболеваний, да, вот со мной случаются только специфические истории, да, это вот наше стремление, возможно, в какой-то степени быть вот исключительным. Да? Может быть, нам где-то в какой-то степени не хватает принятия кем-то очень значимым для нас, в том числе и у ребенка. Да? Так, еще был страх. Правда ли, что дети подвержены чрезмерной опеке со стороны родителей?
испытывают страх о том, что на каждом углу их ждет опасность. Отечественные психологи выделяют гиперопеку как одну из причин возникновения страхов у детей, потому как не дается в достаточной степени возможность исследования мира, а у нас, если мы этого не знали, мы можем... То есть наиболее частый страх – это страх неизвестности, непонимания, что нас ждет. То есть чем больше опыта столкновений с чем-то, да, тем, соответственно, больше навыков, способов поведения в определенных ситуациях. И зачастую гиперопека – это не только страхи каких-то вот реальных вещей, да, то есть там, насекомых, ударов, еще звуков, а чаще всего это социальные страхи, потому что, в принципе, эти дети не имеют возможности опытным путем исследовать, в том числе и социум. Как можно помочь ребенку преодолеть школобоязнь? Школу боятся кто? Во-первых, это те дети, которых с раннего возраста готовят быть одаренными детьми, да, там, с пеленок. И у детей возникает, в том случае, если это ложится еще на такой слабый тип высшей нервной деятельности, страх не соответствовать тем требованиям, которые предъявляют родители. Дальше у тех детей возникает этот страх, у кого родители любят, да, там поугрожать школой. Вот пойдешь в школу, и тебя там научат себя вести, да, вот сейчас ты носишься без дела, а в школе-то уроков поназадают и так далее. Вот не умеешь готовить, замуж не выйдешь, да, или там в школе мальчикам не понравишься, косу не умеешь заплетать и так далее. И у ребенка возникают вот такие предвосхищенные страхи, которые он не может никак для себя опровергнуть. Поэтому нужно о школе разговаривать с ребенком спокойно и помнить про то, что там, где страшно, там ребенок не развивается. Поэтому чем более ровно отношение к школе, тем более ровно идет туда ребенок. Ну и потом у нас очень много сейчас хороших школ раннего развития ребенка. Они есть даже при школах. И, в принципе, если вы знаете, в какую школу вы пойдете, можно пойти именно в их школу раннего развития ребенка, чтобы ребенок уже был знаком с школой. Педагоги эту школу раннего развития ведут те, которые потом, один из тех, который потом возьмет вашего ребенка. Но это знакомство с пространством, с детьми и так далее. Как помочь ребенку преодолеть страх войны, тяжелой болезни, террористического акта? Здесь нужно разграничить, что есть и дети, которые побывали в этих ситуациях, да, и в данном случае здесь идет речь уже о посттравматическом расстройстве, это уже некий диагноз, и соответственно, в данном случае лучше преодолевать такое состояние с профессионалами. Если же говорить о другом моменте, то есть если ребенок не был в этих ситуациях, то откуда он о них вообще в принципе узнал, да? С какой эмоциональной окраской это было рассказано, да? И поэтому с ребенком нужно об этих явлениях говорить очень спокойно, не нужно нагружать информационно детей вот этими явлениями. Если все-таки эта информация поступает к ребенку, значит, вместе совместно проговаривать эти нюансы. Вообще, что, как часто бывают войны, почему они возникают, что, в принципе, сейчас поколение детей вот нашей основной территории, да, которая растет без войны, сейчас вот происходит, да, в принципе, достаточно сложная эпидемиологическая ситуация, и тоже с ребенком можно проговорить, что, ну вот, есть такие нюансы, если мы с тобой соблюдаем какие-то правила, то, в принципе, вот Россия уже сейчас выходит из этой ситуации, да, то есть разговаривать на языке и все-таки на возрастном уровне ребенка.
желательно, конечно же, не рассказывать жуткие, страшные истории до определенного возраста. Так, у нас 5 минут осталось. Есть еще один вопрос. Мой ребенок не боится ничего. Хорошо ли это? Ну, прежде всего, это говорит... Самосохранение. Вот тоже поступил Да. вопрос. Как быть с чувством самосохранения? Ага. Вот, то есть, ну, во-первых, это говорит о том, что у вашего ребенка сильный тип высшей нервной деятельности, да, то есть это лидерские тенденции, это активное осваивание территории, пространства, и в данном случае родитель не должен пугать и ограничивать вот этот вот исследовательский интерес ребенка. Задача родителя максимально создать безопасную обстановку, да, но не ограничивать поведение ребенка. Но мы не говорим, конечно, о тех критических моментах, когда ребенок пальцем залезает в розетку и так далее. Да? Вот. То есть максимально рассказываем, объясняем спокойно, для того, чтобы не появилось никакого ограничительного поведения. Вот. Как правило, это вот смелые дети, да, и инстинкт самосохранения есть у всех. Просто он просыпается тогда, когда ребенок вот один раз наступит на граблю. Да, вот в данном конкретном случае этот инстинкт самосохранения проснется. То есть можно допустить какие-то незначительные ситуации, когда ребенок все-таки получит естественное последствие своего там поступка. Но раньше мы ведь там царапины получали, падали с велосипедов, там с роликов, с коньков, и в принципе принцип упал, встал, отряхнулся, дальше пошел, его никто не отменяет как форма воспитания жизнестойкости ребенка. Угу. Все. Ну, я максимально постаралась ответить на те вопросы, которые возникли. Если будет необходимость, вы, может быть, еще продолжить эту тему, вы можете, Наталья Александровна, да, подскажет, куда написать, и, возможно, провести повторный вебинар. Угу. Спасибо большое, всем до свидания.